ли следующее слово ради такового? Конечно, есть это слово «бәлиш». Балиш, мой матур. Хорошо, когда балиш бывает зур. Ну так, чтобы, ой-ой-ой, типа пригласить гостей и собраться всей семьей, чтобы чаю попить, поесть внутренности вкусные. Это же татарское, не русское. Йоу, Так вот. кстати, позвольте мне ворваться сюда порезче. Я видел человека с флагом Белиша, он белящик. Сидит на фан-секторе стадиона. Зур Беляш знаком миллионам. Мы готовим на кухне МГС Мебель. Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Огромный выбор качественных материалов от демократичных ПВХ-покрытий до элитных итальянских пластиков и модного испанского алвика. Модные оттенки, сложные текстуры и надежная фурнитура. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС Мебель для жизни. Здравствуйте, уважаемые телезрители и сянусис кадрле дуслар. В эфире программа «Секреты татарской кухни». Сегодня у нас необычные гости. Сегодня у нас фристайл-артисты, хип-хоп-адвокаты Сергей Гром и Арни Дварам. Встречайте. И сянусис дуслар, и сянусис Руслан. Яхша. Ребят, Нормально. я понимаю, что сейчас, возможно, у вас недоумение на лицах, кто такие фристайл-артисты и кто такие хип-хоп-адвокаты. Я думаю, что сейчас с парнями мы все это обсудим, вам расскажем, и вопросов никаких не останется. Так ведь? Кстати, а кто это? Сейчас разберемся. Здравствуйте. Сергей Гром, фристайл-артист, ринг-анаунсер. Родился в Казани, окончил КНИТУ имени Кирова по специальности инженер-менеджер по качеству. Член Союза общественных деятелей Республики Татарстан. Ведущий крупных международных спортивных событий. Многократный победитель рэп-фристайл-баттлов федерального масштаба. Арни Дварам, фристайл-артист. Родился в Чистополе, окончил Нижнекамский химико-технологический институт, филиал КНИТУ, начинал карьеру в дирекции универсиады, затем в спортивном маркетинге в спортклубе «Рубин». Что готовим, друзья? Давайте начнем с этого. Сер, расскажи. Давайте начнем немного даже раньше, что мы готовим. И почему здесь Сергей будет что-то рассказывать про татарскую кухню. Вообще, родился я в Казани, чему безумно рад и благодарен за знание татарского языка. Так. Потому что это нереально пригодилось, где бы я ни был. Я разговаривал с китайцами на татарском. Я могу разговаривать с казахами, с узбеками, с кыргызами. Это невероятно круто, особенно в мире боевых искусств, где очень много ребят из Средней Азии. Мы общаемся и дружим. Все Второе. на татарском, да? Татарская кухня моя любимая. Всегда мне есть чем угостить людей, которые приезжают в Казань. Так. И вот последнее, что я еще не пробовал сам, сегодня будет полная премьера, но это мое давнее-давнее желание. Готовить мы сегодня будем пасту, Пасту? но татарскую. Так. Потому что мы убеждены, что товарищи итальянцы Они где-то в форме классно татары. работают. Они классно работают с тестом, но я думаю, что татары абсолютно не уступают в мастерстве владения. Ну, тем более, что у тестом нас и выпечкой. каждое блюдо, по-моему, с тестом. А как будет паста по-татарски? Это же так матч, ты чё? Но нет уж, а вот здесь, например, салма. Ну такое Вот тоже это вот бывает. маленькое, похожее на зернышко большого вообще- ручного труда история, это салма. Есть еще кулама. Их несколько видов, и на турнире Юнуса Ахмедзянова я наблюдал, как люди это делают филигранно. Серег, давай, ты уж, раз ты придумал такое замороченное блюдо, ты давай командуй, а мы с Арни. Да, постою просто. Ты чуть Ну, очень поможем. много говорил, Чем я сможем. просто постою. Возможно, Ну, вы я красиво удивитесь, из-за но этого. нам понадобится мука, Так, яйца, так. соль и вода. Это все у Мука. нас есть. Можно это я грибы. это? Яйца, конечно. Соль, мука, яйца, соль, вода. вода. Вариантов вода. замеса теста довольно много, но по классике мы возьмем 1,5 стакана муки, Так. возьмем соли, яйцо и стакан воды. Мы готовим на кухне МГС Мебель. Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Модные оттенки, сложные текстуры и надежная фурнитура. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС Мебель для жизни. Руслан, попрошу тебя заняться тестом, благо это вроде не очень сложно. Арни, ты как главный любитель сыра в нашем коллективе, возьми вот этот козий сыр, а я возьму мясо. На самом деле, спасибо большое за возможность поставить этот эксперимент. И если нам удастся поселить этот рецепт дома у людей, Так. у наших телезрителей, я буду очень этому рад. Вот, например, я собираюсь этим угощать часто своих друзей. А часто ты приглашаешь друзей в гости? На самом деле реже, чем бы хотелось, потому что часто мы перемещаемся с Арнольдом. Это я, кстати. Да.
Неожиданно Арни оказался Арнольдом. Кстати, давайте Шерифуля. сразу ответим на немых два вопроса, которые у вас, скорее всего, возникли. По статистике первый — это что, действительно Арнольд? Прям Да? в паспорте написано. Мгм. И вторая шутка про... Эй, Арнольд, смотрел Да. мультик, да? Это он. Программа... А ты реально Арнольд, да? Прям Я вот? прям, ну, что не видно? Слушай, а в честь кого тебя назвали-то? Ну, В честь того самого главного Арнольда. какого? Шварценеггера. Шварценеггера. Да, у меня отец занимался бодибилдингом в юности. Все И окей. он был по формам, прям по состоянию очень похож на него. И решили меня назвать Арнольдом. Так, пацаны, давайте ответим еще на два главных вопроса. Кто такие фристайл-артисты? Это магия. И с чем его едят? Ну, наверное, да, это действительно часто называют магией, но это то ли особое свойство мозга, которое как-то ниспослано, да, было свыше, и умение быстро, очень быстро находить нужные слова, смыслы и рифмы. То есть мы фактически на ходу сочиняем песни без какой-либо подготовки о том, что видим, и продолжаем этим удивлять людей по всей России. Такая Друзья. Майхана. Азербайджан. Кстати, да, у азербайджанцев есть Слышал? такая история. Ну, это самый популярный ролик в 2004 году. Это ты кто А, такой, ты давай кто до такой? свидания. Они Это просто вот это рифмуют Майхана. на ходу, Да, на да, ходу. да. Да, они не готовятся. Так. Это прям происходит в формате такого батла или соревнования между племенами. В общем, на самом деле очень много у фристайла отсылок и к русской частушке, и к татарским частушкам, их тоже великое множество. Это все такие, знаешь, формы народного творчества, поэтому мы как-то от корней далеко уходить не любим. Слушайте, ну об этом можно рассказывать, мне кажется, очень много и очень долго. Я предлагаю продемонстрировать нашим зрителям, чтобы сразу все вопросы отпали сразу. Нормально. Сможем? Сможем. Окей, что нам для этого нужно? Колонка нам нужна. Обожаю и не всё. готовиться. Окей, бумер. Я вот так подержу, чтобы мы... Да, можно даже Да, прибавить. можно немного прибавить звука, нам это нравится. Да, да, да. Зритель не подозревает в основной своей массе, почему Сережа здесь режет мясо. Вроде не татарин, хоть и родился в Казани, но колонку можно конкретно сейчас прибавить. Если вам сейчас не слышно музыки, значит перед вами выступают два лузера. И мы готовим что-то. Это, возможно, станет поводом для анекдота. Такова работа. Затереть до дыр весь прекрасный, клевый козий сыр. Окей, всем вам передает привет большой Арни Ван Лав дворам. Это фристайл-артист 2 метра ростом, который фристайлит максимально ясно и просто. Но он не такой серьезный, как Василий Теркин, он даже себе стер палец сейчас на терке. Прямо сейчас летит в прямой эфир. Арни наконец-то потер сыр. И это Простите, я перебью вас, мужчина. Я занят сейчас тем, что нарезаю конину. У вас штанина длиннее будет моей, но сойдемся, пожалуй, на ничьей. Мы Окей. сегодня с вами вместе готовим пасту. Она будет немного итальянской, но чтоб вам ясно стало, она будет сделана, как по мне, на самом лучшем виде пасты салме. Кстати, вот она, похожа на арахис. Не убавишь, не прибавишь, перебил тебя, дружище, ясен. Ты все время делаешь этот татарский 50 цент. Ты посмотри, масло 82%. Это значит, оно максимально жирное, прям как ты. Это значит, не надо есть манты, которые готовили до этого здесь на передаче. В общем, максимально желаем всем удачи. И это все-таки вот импровизация на ходу. Вот такую мы сочиняем иногда ерунду. Но на самом деле это магия, это же волшебство настоящее. Привет вам с той стороны ящика, тут интересно. Большой привет всем вам, Сергей Гром. И еще раз Арни Ван Лав дворам. Я вот опять вступлю в спор с этим мужчиной. Тут 82, но здесь 82,5. И я хочу сказать, что мы не использовали оливки, поэтому даже для пасты мы используем масло, а не сливки. Поэтому ты скажешь, о май гад, май это по-татарски масло. Запомни, брат, сегодня будем затягивать консистенцию конины, немного гембе добавим. Слышь, мужчина, будет абсолютно крутой новый продукт. Тут появились ребята. Что это за фрукт? Вот низкорослый, я Сергей, это Арни. Мы сегодня фристайлим с третьим прекрасным парнем. Кстати, тут Да. новый Руслан. Что-то поменялось на сцене, братан. А? Чё? А? Чё? Заготовка. Спасибо за этот крутой рыбачок. Ребята, ну дайте я вам пожму руки. Я видел это неоднократно, как вы это делали, но здесь я думаю, что это прям в новинку было просто для всех. Я думаю, что теперь вопросы у всех отпали, кто такие фристайл-артисты. Это люди, которые могут на ходу просто бесконечно 24 часа в сутки сочинять и не останавливаться. Это вот эти два парня. Серега Вот. Гром, Арни Дворам. Я скажу, как орк из World of Warcraft. Дело сделано. Вот я натер как бы сыр. Что там дальше?
Тесто я замесил. Вот. Класс, класс. Класс. Что с ним делать дальше? Нам Да. нужно его раскатать, потом нарезать на полоски, Так. и вот эти полоски скатать в трубочку, плотно причем. Это должна быть очень плотно скатанная история. Потом будем понемногу, ноготочком буквально меньше сантиметра делать салму. Отщипывать? Да. Ну, если давай попробуем. у Арни нету больше никаких дел, он мне поможет. Раскатываем тесто. Раскатываем. Ай, Можешь? хорошо. Умею. Давай. Но на самом деле, давайте будем честными, салме еще бы и высохнуть надо. Ага. Поэтому я тут обзавелся, не очень просто мне было достать готовую, но тем не менее, мир не без добрых людей, со мной поделились, поэтому я ее начну, пожалуй, варить. Сейчас мне ее придется караулить, чтобы не проморгать состояние альденте. Сколько минут ее примерно? Кстати, как будет по-татарски альденте? Пешмаган изгина. Ну да. Я отрезал полоску 12 сантиметров. Так, отрежь еще одну тогда уж. Так, в длину. Сворачиваем в трубочку. А давай попробуй ты, и тут я попробую, которые побольше. Надо задействовать все пальцы. Пацаны, вопрос. Как вы поняли, что вы умеете рифмовать? С моим одноклассником, с Максом Беловым, если он посмотрит этот выпуск, ему будет очень приятно, что я его вспомнил. Макс, привет. Спасибо, Максим. Мы как-то, прогуливаясь в Чистополе, просто пытались сочинить что-то на ходу. И у нас выходило не очень. Потом мы также пытались сочинить с Артемом Карнауховым, с моим вторым другом. У меня всего 2 друга, это Максим и Артем. И в итоге? Ну и в итоге я поехал потом на фестиваль Сникерс Урбани и дошел там до финала. И такой, вау, у меня, оказывается, получается. И после этого мы с Серегой встретились в 2010 году, по-моему. Первый раз, когда ты приехал на Урбанию, я на ней уже был. О, извините. Ну да. Ну, я просто живу Нет. в Казани. Понял. А я просто забыл текст, это было в 11 классе. Ага. Я ехал на свое первое рэп-выступление, я был Так. очень серьезно настроен, мой текст был написан на целом тетрадном листе. И, в общем, я просто измочалил этот листок, я действительно волновался, пытался выучить. А клуб был очень у тебя специфический, круто где мы выступали. Он, во-первых, был единственный в Казани. Как назывался? Банзай он назывался, на Даурской. Так себе вообще место для культурных развлечений. Ну, в общем, я просто, естественно, вышел на первое свое выступление, и что я сделал? Забыл текст. Забыл текст. Вот такой толщины трубочки вообще как бы нормальные? Что по трубочкам делать? Да, вполне. Нормальные. И мы просто... Отщипываю, вот пробую так, и у тебя на ногте все Нет, я останется. думаю, наши телезрители имеют некоторые точно гораздо больший опыт приготовления салмы, так что, если что, пишите в комментарии, если это можно сделать в телевизоре. Ну, в интернете можно СМС-ку точно. отправьте. Нас еще и в интернете показывают. Да, ребят, мы на самом деле, ну, честно стараемся, это интересный опыт, так что не судите строго. Да. Руслан, пора вам попробовать. Салма альденте или еще нет? Так, ну-ка. Мне кажется, что уже практически да. Сейчас попробуем. Да, да. Ребят, Так. салма отварилась. Так. Она уже готова. В Вот общем, такая все, что красивенькая. осталось сделать, это осталось сделать быстро и без ошибок. Последнее, что мы будем жарить, это чеснок. Чеснок всегда жарят в конце. И после того, как ты почистишь чеснок, Арни, я бы тебя попросил заняться зеленым луком. Присыпем. Хорошо. По-взрослому. А я отправляюсь жарить мясо, грибы. И чуть позже, когда Арни натрет чеснок, он сделает это быстро. И чеснок. Ты на сливочном жаришь, да, это все дело? Я думаю, что да. Будем попытаться делать сообразное количество готовой салме. Салмы не супер много. В общем, мы сегодня и не поесть пришли, а приготовить и поразмышлять. Всё, у нас есть соль, перец. Да, есть, конечно. Это Вот соль? это соль. Прекрасно. Можно так по-хозяйски, да, разобраться? Да. И перец сюда же, да? Да, да, да. Я Спасибо. уж чуть-чуть помогу. О, это ценно. А как много чеснока надо? Я думаю, что пару зубчиков нам более чем достаточно будет. Его надо натирать на терке. Да, да, да. Так, наше мясо почти обжарилось. Я думаю, что Так. можно закинуть сюда Грибочки. генде. Кстати, у опят в татарском языке есть специальное название? Напишите нам в комментариях, это очень интересно. Арнольд, лук как режем? Мелко? Да, мы им просто присыпем, это такое украшение. Чеснок готов. Прекрасно. Лучок сейчас тоже будет готов буквально через пару мгновений. Сарымсак. Чесночок. Да. Есть, держи. Кстати, спасибо школе. Реально, уроки татарского совершенно не прошли бесследно. Говорю, так приятно поздороваться иной раз с людьми тюркоязычными. Ну и, конечно же, в Татарстане просто сказать «Исенмисис». По-моему, это уж вообще просто прекрасно. Вот пошел чеснок. Отличный аромат от грибов. Да. И нам сейчас нужно будет вместо сливок много масла. масла. Все, здесь Поэтому нельзя нужно не останавливаться. пропускать. Здесь прям нон-стопом все должно быть. И... Да, сейчас маслица, оно подчеркнет и чесночка аромат,
издобрит мясо и грибочки свое отдадут. В общем, сейчас у нас масло уже почти растопилось до нужной консистенции. Видно, какое румяное мясцо. Так, полетели. Подрумянивается чеснок, паста. Поехали. Салам, салма. А так можно? Нужно. Но мне кажется, уже все так или иначе готово. Единственное, где бы я мог ошибиться, это сколько надо варить салму. Но посмотрим. Пока вроде Она мне была нравится. хороша, Так, она была куда? Мы хороша. прямо на сковородку вот сюда ставим. Ставь. Готовы? Сыр. Сыр давайте. Поехали. Поехали. Много сыра. Сыр Это должен козий быть. сыр. Я пока выключаю нашу плиту. Давай, еще, и еще, иду еще. присоединяться к вам. Я достану пока вилочку. Я чуть-чуть его посыплю. Можно будет и без него, кто не любит с луком. Но пока нам нужно просто немедленно понять, что у нас получилось. Хорошо, сыр затянулся. Растянулся. Держи. О, благодарю. Сыр растянулся как отпуск. Уберем. Так, ну что, будем пробовать? Да. Я уже. Ты уже. Ну и Уже? как? Не пойму, получился ли у меня соус, Интересно. но это интересно. Это Это когда про мужчину нечего сказать, говорят импозантный. Импозантный. Интересно. Другое Вот так, да? означает, ладно. Ну ладно. Ну слушайте, класс. Ничего подобного, что там не додержал салму. Все, по-моему, прям как надо. И вот это все тянется. Это же самое невероятное в пасте. Это классно. Не, ну есть татарский налет в этом блюде определенно есть. Есть. Мы вас очень просим, посоветуйте, давайте как-нибудь все-таки зародим татарскую пасту вместе. У меня вот такая была миссия сегодня. Поэкспериментировать с вами. Спасибо большое. Если кто-то дома приготовит и отпишется нам, то мы будем только рады. Честное слово. Это классно, пацаны, спасибо вообще. Классно, Спасибо. Руслан. Спасибо. Ну а мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, после этого вернемся и продолжим готовить. Татарская паста. Сначала приготовили салму. Для этого замесили тесто, как для лапши. Тонко его раскатали, нарезали на полоски и скатали их в жгутики толщиной 1 см. Оторвали от жгутиков кусочки величиной с кедровый орешек и большим пальцем придали форму ушка. Салму подсушили и отварили в подсоленной кипящей воде. Конину нарезали тонкими брусочками и обжарили на сливочном масле. Затем добавили грибы, чеснок, мелко нарезанный зеленый лук, сливочное масло и довели до готовности. Добавили отваренную салму, сняли с огня, посыпали тертым сыром и все перемешали. Друзья, ну что, мы вернулись, это секреты татарской кухни. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях фристайл-артисты, хип-хоп-адвокаты Сергей Гром, Арни Двора. Классные парни. Мы готовили татарскую пасту, пробовали ее, и она была классной. Что дальше будем готовить? Дальше мы будем готовить тундыр алма. Это что-то среднее между тундырмой и алмой. Ну, в общем, как вы Я знаю, успели вот догадаться. Яблочное мороженое. Это алма. На местное Мы сейчас яблоко. будем карамелизировать Да. яблоки. Нам нужно будет удалить сердцевину. А я буду пока смотреть на сковородку. Серег, Да. ну, я предлагаю еще разочек продемонстрировать ваше мастерство и чуть-чуть зачитать, пофристайлить. Вы же еще и можете даже татарские слова зафристайлить. Да? О, мы Да? с удовольствием. Да. Да. Поэтому я тут накидал немножко, но у меня все по тематике кулинарии, вообще еда, названия разных блюд, разных ингредиентов. Так, колонка. Давай, поехали. Какое слово? Давай пусть будет первое алма. Алма и второе тундырма. Поехали. Ай, тогда языков двух примите дары. Если алмагачлары, есть и сандугачлары. Мы будто соловьи будем выдавать на ходу и готовить вам тундыр алму. Алма — это яблоко, 4 буквы. И на всякий случай у нас, чем у Джобса, лучше. Наша алма будет использована в десерте, а не на обратной стороне айфонов, поверьте. Точнее, смартфона нельзя называть бренды, если следующее слово для хэппи-энда. Беренге. Это картофель. Ну, можно смотреть и в фас, и в профиль, но это единственная пища для всех богов. Вам говорит об этом Арни Ван Лов. Да, кстати, подожди, я дополню тебя немножко. Если ты играешь картошкой, то Сережка утверждает тебе о том, что ты very famous. Абсолютно крутой Беренгеймер. Беренгеймер по игре с картофелем. Ну, в общем, давайте дальше. Что там у вас? Слово темле. Темле. Да. Темле. Тамле, по-моему, на татарском, да, не на русском. Да. Обычно Руслан говорит все время: ой, вкусно, ой, какое вкусное блюдо, ой, ля-ля, вот, ну, типа, тополя. В общем, тамле в переводе с татарского это очень вкусно. Ну, честно, бывает такое. Чувство. Как Да, будто ты ну. только что прям попал на небеса. Настолько вкусно было. Ага. Есть ли следующее слово ради такового? Конечно, есть это слово бялиш. Блин,
мой матур. Хорошо, когда болишь, бывает зур. Ну так, чтобы, ой-ой-ой, типа, пригласить гостей и собраться всей семьей, чтобы чаю попить, поесть внутренности вкусные. Это же татарская, не русская. Так вот. Кстати, позвольте мне ворваться сюда порезче. Я видел человека с флагом Белиша, он белящик. Сидит на фан-секторе стадиона. Зур Беляш знаком миллионам. Зур Беляш — это флагман татарской кухни. Так что, русский, запомни, Беляш — это то, что надо тебе. Беляш. Вот так, ребята. Класс! Ладно. У нас пел Тукай, играл Курай, Каз образовал Казанский край, то бишь Казан, страна гусей, Каз — это гусь, с этим все понятно, мне окей. И я на Новый год, кстати, готовил гуся. Не спеша, ведь не порося, специально, все как надо, по всем правилам. Приготовил я гуся нормального. Ну и закончим Да, ладно, давайте почем? словом май. 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 Ну, я думаю, вам эту программу смотреть будет весело. Не выходите на улицу без куртки, там не май месяц или что-то ты другое имел в виду под этим словом. Ну ладно, мы же фристайлеры, не использующие заготовок. Не хочу показаться вам, невеждой, наверное. Иногда фристайл выходит классным, иногда скверным. Но это же импровизация настоящая, потрясающая. Классная. Нет, нормально сделал, мне Вот это, понравилось. да, вот в конце. Да, вот Я так. бы специально не сказал рифму, чтобы подумали, ага, вот иногда может не получаться. Да? Ну, Все-таки было интересно. это Класс, хорошо. класс. Пацаны, ну здорово. Не понял. Что тут скажешь? Вообще невероятно просто. Яблоки я порезал. Мы сейчас Ну будем ладно, карамелизировать эти яблоки, поэтому я сейчас просто врываюсь в сливочное масло в очередной раз. Так, Ты заметил, да, какие он Видели? огромные куски просто кладет? ничего не жалко. У меня много масла. Это же для себя. Это для вас, между прочим. Так, у нас много сахара и много масла. Все это сейчас мы будем выпаривать и ждать, пока сахар пожелтеет. Это такой намек, что уже ближе к состоянию карамели эта история появляется. Все у тебя Я уже пока не понимаю, желтеет, но давай печенеет. яблоки. Да. Давай. Я думаю, что мы уже ничего Это здесь про не то, что в испортим. сковороде. Да. Давай, Арни. Спасибо. Ты переживаешь за то, что ты ничего не делаешь? Пацаны, Опа. Яблоки карамелизовались. Можно быстро? Яблоки карамелизовались, да не выкарамелизовались. Да, но выглядит очень красиво. Давай. Класс. Я нарезал чак-чак вот такими тонкими слайсами. Хорошо, смотри, интересный способ для того, чтобы мороженое аккуратно вырезалось. Так. Берем половник, опускаем его в кипяток, Так. он нагревается. И после этого мы можем вырезать вот такой вот шарик мороженого. Так. Представляешь? Но это если у нас нет там, специальной Смотри. ложки для мороженого. Опа. Там. Вот это красиво было. А? Как ты так вырезал? Красота, вы посмотрите на это, ну. Полетели. Тундер, алма. Давай, Клади сюда. накладывай. Сверху будем класть. Это. Есть. Кстати, карамель чувствуете? Я вот чувствую. Я уже чувствую запах, аромат. Тундер алма. Разогрели на небольшом огне сливочное масло, добавили сахарный песок и довели, постоянно помешивая, до золотистого цвета. Добавили мелко нарезанные яблоки и готовили примерно 10 минут, помешивая, пока они не подрумянились. При подаче на тарелке выложили по шарику мороженого, добавили карамелизированные яблоки и украсили чак-чаком. Ну что, Сергей, ну что, Арнольд, тундер алма Это тундер алма. готово? Это десерт, который отвратительно выглядит, но, надеюсь, очень вкусный. Он должен быть таким, у него нет. Мороженое права хорошее. быть. Ну-ка. И карамель получилась самая настоящая. А карамелька уже застыла, смотрите. Ну Да, это реально вкусно. Яблоко в тему. Слушай, мне очень нравится, как вот эти яблоки, они снаружи жесткие из-за того, что карамель, а начинаешь их кусать, они мягенькие. Как говорил внутри. мой друг. Они мягкие, да? Ну, жесткие, вот такие вот. Татарские люди, они мягкие, да, но жесткие. Там речь Кто шла так говорил? Там речь шла про рукопожатие. А у нас про тундралму. Парни, на этом все. Еще раз огромное вам спасибо. И в завершении программы мы должны сказать кое-что, что, возможно, сложнее звучит, чем карамелизованный. Что это? Что это? Это татар халық ашлары биктемле һәм файдалы. Ай, молодец.
Друзья, смотрите нас каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНВ. Это были секреты татарской кухни. Саулонас, до свидания. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе.